В Магаданской области у нас этнокультурных центров два в Тауйске. И получается, это Тауйск, это прибрежная зона Охотского моря. И там протекает река Тауй. И вот Тауйск – это поселок, именно который стоит на Охотском море. Вот там у нас есть этноцентр с музеем, хороший очень этноцентр, добротный такой. А в Северо-Эвенском районе, в поселке Эвенск, у нас находится этнокультурный центр Хэкэт. Поселок Эвенск тоже расположен на берегу Охотского моря. И, конечно, мы чуть-чуть отличаемся от эвенов Якутии, но мы видим в них очень родных людей, сородичей. Чувствуем, что в наших жилах течет одна кровь. Нашим соплеменникам всем огромный привет. И знаете, как говорится, по нашим обычаям, я бы хотела подарить этой земле. По-нашему, конечно, надо бусинку подарить, но с собой ее нет. Я дарю монетку и желаю этой земле процветания, благополучия, и чтобы на этой земле всем людям жилось хорошо. Ну и, конечно, особенно ЭОСЛ. Наши этнокультурные центры открыты буквально несколько лет тому назад. Тот же этнокультурный центр Хэкэт, он существует 3 года, да? А Тауйский, он открыт уже более 5 лет работает. Я бы хотела отметить, конечно, все-таки колыбелью эвенской традиционной культуры у нас является Северо-Эвенский городской округ. И поселок Эвенск, село Гижига, село Гарманда, Тополовка, Верх-Парень. Ну, там, конечно, уже больше коряки живут, но эвены именно компактно проживают именно в Северо-Эвенском городском округе. Эвенов в Магаданской области около 3000. И очень бы хотелось от всех эвенов Магаданской области передать низкий поклон эвенам Якутии, этой огромной красивой земле. Поклон тоже. И хочется сказать то, что эвены Магаданской области сохранили свои традиции настолько, насколько можно. И мы в этот раз приехали, естественно, и привезли с собой носителей и хранителей эвенской культуры, родного языка. Это Акулину Ивановну Нутаймину, Галину Прокопьевну Бушуеву-Ханчалан, Прасковью Степановну Мартинёни, Юрия Владимировича Ханькана. И каждый из них талантлив, каждый из них несет в себе столько много доброго, хорошего, тому, чему учили предки. Они стараются нам это все передать. Допустим, Галина Прокопьевна Бушуева-Ханчалан, она работает, она очень много проработала лет в Доме культуры поселка Эвенск, именно в клубе Ачачгин со старейшинами. Там старейшины все собираются, всех возрастов, пенсионеры и прям глубокие уже старцы, тем, которым по 80 с лишним лет, уже до 90 лет где-то. И работает она и в этнокультурном центре Хэкэт. Галина Прокопьевна собирает по крупицам традиции, те, которые еще не забыты, потому что со временем сами мы понимаем, что это все уходит, но мы стараемся передать это молодежи.
Конечно, в первую очередь молодым, и у нас есть молодые те, которые хотят перенимать. Хотелось бы, конечно, побольше, чтобы таких детей было, но есть такие дети у нас, как Виктор Бушуев, это внук Галины Прокопьевны Ханчелан Бушуевой, Валентина Экуль, она у нас солистка ансамбля Яр Артор, Евгений Тонток, тоже солист ансамбля Яр Артор. И Витя, конечно, тоже танцует в ансамбле Яр Артор. А этническая группа Илкан, это как раз является Оксана Владимировна Махамбетова, Тычеевна, потом Галина Прокопьевна, о которой я уже говорила, Прасковья Степановна Мартинюни, она исполняет эвенские песни на родном языке, Акулина Ивановна Нутаймина и Юрий Владимирович Ханькан. Акулина Ивановна Нутаймина исполняет древние родовые песни своего рода. Тека пуя она канда жонсилей, жонсилей. Хам харю онкичами, она канда жонсилей. Голгар жаса кал гижинда датен. Жонсилей. Хам харю онкичами, она канда жонсилей. Голгар жаса кал гижинда датен. Jongse, Юрий Владимирович Ханькан даже знает эвенский эпос, он поет о своем роде. У него есть такой эвенский эпос «Амандя». И мои предки жили на реке Амалон, это приток Колымы. Они русского не знали, и жили пока советская власть не пришла. Но они были потомственными кочевниками. Их окружала природа, горы, река кормила. Я из рода Уйонкын, и мои предки занимались все охотой и оленеводством. И сейчас я хочу исполнить эпос про своих предков, то, что мне дали жизнь, про свою мать, родителей, то, что мне дали этот язык родной, эвенский, с молоком матери, и то, что они окружали и дали вот дорогу, и я вот сейчас именно вот здесь нахожусь с радостью. Титал, где нокат холилен, ай-я-я-я, оратил, горил, оренкир, ай-я-я-я, орантин, тордин, бишине, ибдири, эрли, бишине, ай-я-я-я, где накатулиттин, алрапти акатулиттин, ай-я-я-я, тачықын ты жоқчатын хаврын, где накатулилен, ай-я-я-я, где накатулилен, уянкыр, это ты нукледдин, ай-я-я-я, тәліңін
Амандяханкан, ай-яй-яй-я, ай-яй-яй-я, ай-яй-яй-я. Оксана Владимировна Махамбетова, она руководитель ансамбля «Арчан». У нас, вот, конечно, им руководила и буквально недавно ушла она сподвижник прям традиционной культуры эвенов была, Елена Егоровна Чевиткина. У нее мама тоже, она в нашей этнической группе Илкан, но на данный момент ей 84 года, она уехала в Северовенский округ, потому что там будет проходить ПГДЕК. ПГДЕК, то есть прошел уже прошел ПГДЕК, она вот там вот участвовала. И мы не хотим забыть ансамбль «Арчан», его оставить, и руководителем Оксана Владимировна будет. И Елена Егоровна вложила туда очень много. Там у нас занимаются маленькие совсем детки. И с этими детьми именно мы проводим уроки эвенского языка в форме игры, вместе с танцами. Мы изучаем с ними, им интереснее так, изучаем с ними родные слова. Играем, допустим, в игры такие народные, венские, палочки, знаете, наверное, балакан. И счет мы прививаем так им. Им интересно, они так быстрее изучают. И несколько групп приходили даже к нам со школ. Им даже просто дети русские приходили, да, хотела сказать, не учила. Вот. И получается, мы стараемся маленьким прям сразу с языком прививать. Мы, конечно, старших тоже стараемся, чтобы они говорили, были говорящие. И, естественно, знали тексты песен и так далее. Но это сложнее все-таки, чем прививать самым маленьким. А у нас там они с 4 лет, с 5 дети есть в Арчане, танцуют. Вот. И Оксана Владимировна, к тому же, еще методист Центра национальных культур, ведущий методист. Да. И я бы хотела отметить, у нас там и Ирина Сергеевна осталась, нас всего лишь 3. Но мы проводим, и нам, естественно, помогают наши коллеги. Они уже более какие-то такие организаторские моменты делаем. А мы делаем уже вот эти вот традиционные обряды, обычаи, помогаем. Но, естественно, все с разрешения наших старейшин, наших носителей этой традиционной культуры, вот это всех ритуалов. Те, которые всегда могут подсказать, как сделать правильно, что сделать. И, естественно, мы как профессионалы, мы занимаемся это очень глубже даже. Мы не только сохраняем, но мы и возрождаем, восстанавливаем. Некоторые праздники мы реконструируем, и это просто по записям этнографов. Мы изучаем этнографию усиленно, и потом вот по этим моментам мы берем скрупулезно и все восстанавливаем. Допустим, так у нас восстановились и корякские праздники, потому что мы обязаны с ними работать, и эвенские, Нёчевун, допустим, тот же. Вот со старейшинами мы на Нёчевун выходим в начале июня, как у нас только зашло, расцвело все, кругом Нёче. Вот. И мне очень бы хотелось отметить, конечно, работу наших старейшин, наших носителей. Юрий Владимирович, он не так стар, чтобы говорить о нем, что он старейшина, но он действительно носитель и хранитель. Он хорошо владеет языком. Он, кроме этого, он член Союза художников Российской Федерации. Он занимается косторезным искусством и делает это так этнографично и чисто по-эвенски, что его работы узнаваемы среди всех. Те, которые... Вот есть же уже работы делают, как вот заводские, прям вышкаленные. У него они в таком состоянии он их делает. То есть как раньше делали наши
люди. Вот он делает даже и бытовые какие-то предметы, плошечки, там, ложечки и из рога лося. Знаете, наверное, Нина из рога лося делает он. Прямо и все, ну, все это красиво украшает орнаментами венскими. И очень он хорошо делает обереги и амулеты с такой душой, потому что я сама ношу его, допустим, амулет, и мне кажется, это все вот оберегает. Я очень верю. И плюс, конечно, его сила, его мудрость в этом амулете, его талант, оно это все мне помогает. Донрanya baladan moda kayılnan Eret sararanya okat karbanle Uğrak çer dolasan Utar bok şemşir Egden seken datladun Mut kılıp çirep Punga dadan dayın indelem Genanye no domutu bidine Elaman yitorla bide Egder bayılcu Urela içide İnnen gene gelden Habjani kabren Ela veçim Gıl bidi bayısıl Gile balkan hunu Borçan jiru, julakcan birle, hujal buran çındulan. Самая моя заветная мечта, конечно, чтобы продолжался наш род. То есть и я говорю в большом, вот глобально говорю об ЭВСЛ, да, о тунгусо-манжурской языковой группе, чтобы все-таки мы не исчезли с лица земли просто так вот. Нас мало, да, и дай Бог, чтобы наши дети побольше рожали и венов, ломутов, орочей, арачонов. Дай Бог, чтобы, дай хевки нам, пожалуйста, чтобы и буга, да, чтобы вот наш род остался на земле и оставляли наши старейшины за собой такой след, что мы всегда помнили, что мы, кто есть мы, с какого мы рода племени. Gele gele hulingo ayo tokatli Dao si uku muknikan tokatan hulingo bebe jime Jim
klechchili Gden omi buyuturut Kureli bebecim Elikecim klechchili Hayang ayang ayang hayang ayang hayang ayang